Дружко, каравай крае, дружко, каравай крае. Сегодня программа «Каравай» будет посвящена уникальной личности, крупнейшему фольклористу и ученому Накей Самбету. Вашему вниманию эксклюзивный материал. Это дом, в котором провел свои последние годы Накей Самбет. Здесь находится квартира и кабинет ученого, в котором все сохранено, как было при жизни писателя. Накей Самбет уже в детстве, будучи уже учеником медресе, не только собирал фольклор, он внедрял и давал вторую жизнь фольклору через создание художественных произведений, имеющих прочную фольклорную основу. Вот перед нами его сказка «Елан Патшасы», которая была написана Накей Самбетом в 10-летнем возрасте по примеру Габдулы Тукая, его сказки «Шурале» и «Суанасы». Накей Самбет забыл об этом тексте, однако его брат наткнулся на эту рукопись и как-то волей случая прочитал в клубе наизусть эту сказку. И поэтому Накей Самбет принял решение о том, чтобы опубликовать это произведение и включил в свою книжку «Мурау Батыр». Чем примечательна эта сказка? Тем, что она раскрывает кругозор Накей Самбета, ученика татарского медресе. Часто молодые деятели культуры, анализируя татарскую литературу, говорят о том, что в татарской литературе нет героев. Накей Самбет в детстве, уже по призыву Тукая, создавал произведения, воспитывающие героев Милет Хадиме. Так вот, «Елан Патшасы» – это сказка, нацелена на то, чтобы воспитать батыра. Батыра, который сумеет себя в критической ситуации взять в руки, справиться со страхом и сделать шаг вперед для того, чтобы защитить то, что ему принадлежит, его родное пространство. В медресе Мухаммаде Накей Самбет поехал для того, чтобы познакомиться с Галимджаном Баруди и с кругом казанской интеллигенции, так как, вы знаете, национальная печать, созданная в 1905 году, а Накей Самбет с ней был знаком, благодаря тетушке Шамсинур, которая пускала на чердак в свою библиотеку семейную. Поэтому он и приехал в медресе Мухаммаде. Здесь он изучил восточные языки, экстерном сдал материал и большую часть своего времени посвящал литературному творчеству. Здесь он создавал рукописные журналы уже с нашими известными татарскими писателями. Ходил на спектакли самодеятельные и начал создавать первые свои драматургические эскизы, то есть первые шаги в направлении, и состоялся как поэт, потому что стал работать в крупных формах, поэма. В преддверии съезда Союза писателей спущена была разнарядка о том, чтобы сотворить какое-то громкое разоблачительное дело на примере татарских писателей. И так появилось дело Джидиген. Накей Самбет столкнулся с влиятельным противником, это был Галимджан Ибрагимов, на предмет Тукая. И вот этот клубок сложных взаимоотношений замкнуло на деле Джидиген. Стали выходить статьи, разоблачающие руководителей якобы этой творческой организации, которые занимались вредительством в литературе и строили свои коварные планы. Накей Самбет сам написал заявление для того, чтобы разобрались с его делом, все-таки был он в Джидигене, его не было на Джидигене, так как он не мог устроиться на работу и не мог поступить на учебу. 3 месяца ареста. 3 месяца ареста, и он сумел доказать, что не имел отношения к этому делу Джидиген, его
выпустили. История была очень громкая, люди боялись. И вот Накей Самбет, вместе с ним Адель Кутуй не могли нигде устроиться на работу. Их боялись брать на работу, потому что громкое дело Жидиген у всех было на устах. Накей Самбет для того, чтобы спастись от этих преследований и для того, чтобы не попадать под косу репрессий, будучи человеком со структурным мышлением, работал на одном месте не более 3 месяцев, чтобы данные о его трудовой деятельности не уходили и нельзя было отследить, где он находится. Он постоянно находил новое место работы. Это ответ на вопрос, как же так случилось, что Накей Самбет выжил в Лихи 1937 году во время массовых арестов. Накей Самбет не занимал никаких должностей. Накей Самбет не принадлежал ни к одной партии. И поэтому зацепить его, в принципе, было не за что, и он вел себя предельно аккуратно. Он сосредоточился в то время на сборе фольклора. Преподавал в школе, собирал фольклор в Атнинском, Арском, ныне районах. И к 1941 году он подошел с 2 сборниками, которые вошли в историю татарской фольклористики. Он думал, что он занимается безопасным делом, когда сформировал сборник «Балвар фольклора», детский фольклор, то есть то, что он собрал за десятилетия своей педагогической деятельности. Но и здесь на Накей Самбета случилась беда, неожиданно, когда уже была книга отпечатана и должна была идти в магазины. Вдруг из обкома в адрес руководителя типографии пришло распоряжение тираж изъять, сжечь. Руководитель типографии Тинчурин в ответ на требования обкома потребовал документ, так как он понимал, что израсходованы государственные деньги на этой стадии, без никаких документов он просто тираж по звонку убирать не может. Взвесив все «да» и «нет», он принял одно разумное решение – спрятать тираж. И когда на следующий день пришла комиссия подтвердить факт уничтожения, то на складе лежали тома Ленина. Книги «Балвар фольклора» комиссия не нашла. Накей Самбет подал жалобу в Москву, подал книгу на экспертизу. Работала государственная машина очень медленно. Экспертиза пришла через 3 месяца, что книга имеет место быть и допущена до продажи. Тогда уже директор типографии поменялся местами с секретарем обкома. Теперь секретарю обкома нужно было думать, где взять средства для издания книги, издать которую распорядилась Москва. И Тинчурин достал со склада эти экземпляры, и так книга нашла своего читателя. После этого книга «Балвар фольклора» увидела свет и появилась в продаже. Одновременно Накей Самбет работал над другим монументальным трудом «Табышмаклар. Загадки». Эти книги сопровождали вступительные статьи с теоретическим осмыслением, что такое детский фольклор, структура детского фольклора, особенности поэтики детского фольклора, инструкции конкретные, как надо собирать, как анализировать, систематизировать. Точно так же с такой же сопроводительной статьей вышла книжка «Табышмаклар». За этой книгой охотились за границей. Так она была нужна. Я нашла факты, что на Международном конгрессе в 1973 году по финно-угорским языкам в адрес советских ученых, прибывших с делегацией в Будапешт,
поступила нижайшая просьба ученых доставить экземпляр Тобыш-Маквар до Будапешта. Но в Будапешт Накий Самбет поехать не смог. Он был невыездным из-за дела Жидыгин. Наша республика готовится к декаде. Мы собираемся выехать в Москву и продемонстрировать мощь культуры Татарской Советской Республики. Естественно, к тому времени многие расстреляны талантливые татарские писатели. И только Накий Самбет мог разработать полноценную программу, так как прекрасно ориентировался в татарской культуре. Ему было заказано создание произведения крупной формы, эпической, драматургической, и Накий Самбет готовит трагедию Идыгей. Для того, чтобы подготовить материал, он выезжает в фольклорную экспедицию в Сибирь с рюкзаком, в куртке. Это, видимо, происходило где-то в конце апреля-мая месяца. Судя по тем воспоминаниям, которыми поделились со мной жители татарских сибирских деревень. Для них это было, наверное, такое же событие, когда Колумб появляется среди индейцев. В то время, когда лужи заморожены, зима, вдруг появляется человек в тонкой курточке собирать фольклорные произведения. Поэтому эта история появления Накий Самбета среди сибирских татар, она обросла всевозможными такими местными легендами. То есть я вот в этом году вела переписку, и мне вот таким образом этот материал вернулся. К сожалению, Накий Самбет собрал очень мало в то время фольклорного материала. Он поехал в Казань сдавать собранный материал. Однако материал его не приняли и сказали: ты никто, зовут тебя никак, материал мы не будем принимать. Так вот, Накий Самбет провел такую титаническую работу по 3D-моделированию нашего прославленного дастана, общего наследия тюркских народов Идыгей. И издал дастан в журнале «Совет Эдебиата». На тот момент, когда он издал этот дастан, вердикт Иали был такой, что это не фольклорное произведение, это авторский текст, созданный Накий и Самбетом. Но далее события разворачивались просто космическими темпами. Стало известно о том, что башкиры готовят издание от своего научного института Байгабуловым Идыгея. И Иали потребовалось также вперед них обогнать, издать Идыгей. Накий Самбета привлекли к этой работе. Включили в состав комиссии. Накий Самбет отказался работать, так как работа ему уже была проделана, и ни в ком он не нуждался. Начались вызовы в обком, и единственным таким убедительным аргументом, той самой дубиной, стала угроза, что делать Жидыгин никто не мешает никто открыть заново. И Накий Самбет стал работать с учеными нашего Иали и с теми источниками, которые хранятся в архивах Иали. Скандал вокруг Идыгея не касался, я бы сказала, с сегодняшней позиции, ничего такого криминального в этом тексте партия не видела. Вопросы властей касались не текста Идыгея, а вступительной статьи к этому произведению, где он систематизировал историю Золотой Орды. В
этой статье усмотрели желание Накай-Самбета реконструировать Золотую Орду, и что якобы он через эту научную статью бросил клич о объединении бывших государств Золотой Орды в единое целое. Но декада не произошла из-за начала Великой Отечественной войны. А в 1943 году произошел скандал, связанный с произведением «Едыгей». Накай-Самбета вызывает сотрудников, то есть и Али, Ерми, и начинается допрос. Я прочитала воспоминания участников этих драматических событий. Задается прямой вопрос. Вы ездили в Сибирь собирать Едыгей? Руководитель фольклорного отдела отвечает ясным голосом. Мы не ездили в Сибирь собирать Едыгей. Едыгей собирал Накай-Самбет. Мы собирали пословицы, песни, сказки. А Едыгей собирал Накай-Самбет, 43-й год. Однако Накай-Самбет для крупного политического дела был невыгоден для Москвы. С точки зрения административного аппарата, кто такой Накай-Самбет? Человек не партийный, не занимающий никакой руководящий пост, не имеющий постоянного места работы. То есть с точки зрения, я так сказал, хьялой, который увлеченно занимается своим делом. Нужны были погоны, чтобы развернуть крупное дело в рамках Татарстана. Объяснить, что была какая-то идеологическая диверсия против страны. Конкретную персону не нашли. Поэтому виноватым сделали обком, так как Накай-Самбет, и все подтвердили, и эту работу по сбору материалов для Едыгея по требованию третьего секретаря обкома. И документы, и переписка сохранилась. Соответственно, и вышло это знаменитое постановление о недолжном поведении нашего обкома и точки их зрения на Золотую Орду. И вот такие истории, они случались, но он продолжал заниматься своим делом. В 1947 году, несмотря на преследование со стороны руководящих органов, он пишет заявление в Яли, в типографию, с просьбой разрешить ему издать первый том толкового словаря татарского языка. То есть вот мы знаем феномен словаря Даля, словарь живого великорусского языка. Так вот, Накай-Самбет намеревался создать 5 томов. Этот труд до сих пор не издан, лежит в карточках. Потому что было написано заявление сотрудниками ИАЛИ, что будет издаваться вариант, утвержденный ИАЛИ. Готовый том пролежал, был не опубликован. Спустя 15 лет только появился том, подготовлен сотрудниками Института языка и литературы. То есть труд Накай-Самбета по сбору языкового материала до сих пор оценен только на уровне проспекта. То есть существуют работы, например, Ганиев очень высоко отозвался об этом плане проспекте, что Накай-Самбет высказал ценные взгляды на морфологию татарского языка, на фонетику татарского языка, на лексикологию, лексикографию. То есть вот эти фольклорные экспедиции имели еще вот такой эпохальный на гора труд. Накай-Самбет продолжал работу и сконцентрировался на создании многотомного словаря гордости татарского народа. Татар Макалляры. 3 тома. Это не все, что собрал Накай-Самбет. Это только то, что разрешила цензура. То есть огромная пачка рукописей завязана Накай-Самбетом. Все, что касается религии, народных верований татар, все это было изъято, все, что противоречило партийной парадигме цензурной. Это то, что разрешили. Вот вы просто представьте, мелким шрифтом.
для любого народа издание такого труда должно превратиться в предмет особой гордости. Особой гордости. Том был переиздан уже в наше время, 3 тома вышло, но так и не удалось наследникам Накей Самбета дополнить тем языковым материалом, который вылетел по цензурным соображениям в 56-60-х годах. Удивительно, за этими томами также охотились на международных языковых симпозиумах. Вот эта книга Тобыш Маклар, изданная в 1941 году, была удостоена такой чести, что была в 70-м году в журнале азиатских исследований Висбаден, Германия. Это очень престижный журнал. Была опубликована рецензия профессора Нью-Йоркского университета, почетного профессора Боннского университета, почетного члена Академии наук СССР, проживающего в США, ученого, занимающегося монгольскими языками. Он опубликовал рецензию на эту книгу. Он восхищался не только количеством, вот это уже более расширенная версия, собранных Накей Самбетом, это 1000 загадок, понимаете, 5000 загадок. Не только количеством собранных загадок. Татарский ученый-фольклорист удостоился чести признания, что теория анализа загадок, разработанная им, может как матрица использоваться для изучения загадок любого народа. Николай Поппе акцентирует внимание, что теория, созданная татарским ученым-фольклористом Накей Самбетом, применима для языкового материала фольклорного любого народа в любом участке земли. Это прорыв, я расцениваю. То есть сегодня успешность ученого в нашей стране оценивают по его публикациям в системе журналов Scopus, Web Science, и в системе ваковских журналов. Так вот, Накей Самбет мог похвастаться, что публикация, рецензия прославленный ученый, и он счел нужным опубликовать рецензию. Война с Накей Самбетом велась при жизни. То есть, вот даты я вам уже обозначила. 30-е годы, 40-е годы истории Золотой Орды. В 50-м году кампания с обвинением в панисламизме Мирка и Сылу. Затем, когда тома словарей стали появляться, его пытались обвинить в плагиате. В 90-е годы громкий скандал с Эдыгеем, когда присвоили его авторские права и издали, убрав с титула имя Накей Самбета, обвинив, что это он взял у народа, не посмотрев на его вступительную статью, где указаны все 18, потом 24 источника после работы с Ияли. Он указывал все первоисточники, которые он реконструировал. И ныне слава Накей Самбета, ученого-энциклопедиста, многим ревнителям его таланта не дает спокойно жить. И это негативно сказалось на издательской судьбе его произведений. Нужно сказать свою благодарность Митимиру Шариповичу Шаймиеву. Когда он был президентом, был выпущен указ о издании 32 томов Накей Самбета, полного собрания сочинения. К сожалению, до сих пор этот указ не реализован. О творчестве величайшего фольклориста 20 века мы поговорим на следующей неделе, о его произведении, которые во многом основаны на фольклоре.